Какому виду принадлежит священная птица ингушей тушоли? Прозвучал первый вопрос, а значит, время на обдумывание пошло. Сегодня в этом зале за звание лучших борются 8 команд. Одни из них – Карабулакская спортивная школа, администрация города Карабулака и городской совет депутатов. Им предстоит ответить на более 10 вопросов. За каждый правильный ответ команды получают по 3 балла. Борьба здесь развернулась не на шутку. Там просили улицы. Не надо путать. Бычий этот и северное сияние. Сегодня каждый сможет узнать, насколько хорошо он знает историю одного из наиболее густонаселенных пунктов Ингушетии – Карабулака. Вопросы здесь звучат самые разные. Например, какая хищная рыба водится в пруду Карабулака? Какой футболист из этого города является рекордсменом среди ингушских спортсменов? И другие не менее интересные вопросы, подготовленные к 28-летию города. За 60 секунд команды должны дать правильный ответ. Арбиз Султыгов в знаниях своей команды уверен, хотя были и вопросы, которые застали участников врасплох. А вот был вопрос, к какому роду относится птица тушоли, ингушская. На ингушском называется он тушоли, а оказывается на русском назывался удот. Но мы всегда в народе называем тушоли и как бы не обращали на это внимания. И, оказывается, птица называется удот. Каждую команду жюри оценивает строго, контролирует правильность ответов на вопросы по темам, подсчитывает набранные баллы. Конечно, их всех одинаково, несмотря что разные у них победы, можно оценить одинаково и поблагодарить за само участие, за желание себя выразить, за желание принять участие в той общественной жизни, которая у нас происходит, тем более на молодежном уровне. Это очень необходимо, потому что это входит в программу общего воспитания. Заработав 18 баллов, побеждает команда городской совет депутатов. Участники признаются, было нелегко, ведь к игре они совсем не готовились и победы особо не ждали. Были интересные вопросы, интересные ответы. Было очень... Для нас это вообще был как-то такой экспромт очень большой, потому что мы в таких мероприятиях никогда не участвовали. Но вот первый блин не комом. Соперники не расстраиваются, ведь это не последняя игра, и еще будет возможность отыграться. Сегодня они смогли для себя узнать много фактов о родном городе. Сегодня каждый смог не только весело провести время, но и обогатить свой багаж знаний. Игра Brain Ring позволяет раскрыть свой интеллектуальный потенциал, показать умение работать слаженно в едином коллективе в условиях ограниченного времени. Данная работа у нас на территории проводится традиционно, так как данная работа очень важна и, соответственно, развивает молодежную политику как в городе, так и в регионе в целом. Вопросы викторины в основном касались мировой истории, в частности нашего городского образования. Игра подошла к концу, а значит, пора награждать и вручать призы не только победителям, но и всем командам. Ну а такие интеллектуальные баталии администрация Карабулака планирует проводить и дальше. Малика Измайлова, Султан Магушков, Новости 24.